Божья коровка по небу летела, летела и села. По земле поползла, в людях нет зла. Эту считалочку мне Гала повторяла, и я за ней. Коровы не летают, вы все путаете. Многие думают, что коровы не летают. Ты вообще кто? Такой говорящий. Я кот казанский. Вообще-то я не белый и пушистый. Я кот бойцовый. Ух! Я и с человеком сражался. Я и хана спасал. И при дворе императрицы Екатерины крыс ловил. Катюша была добра ко мне. Мр. Казанский? Казань — это пароль. Моя Гала и жила, и не жила в Казани. Но это не точно. Но она мне рассказывала, это точно. А я там не был. Это тоже точно. Там до сих пор по улицам ходят верблюды? Там по улицам ходят машины. Машины — это неинтересно. Машины — это современно. Верблюды — это такая экзотическая деталь. Верблюды, наверное, тоже были. Шелка, меха возили и ценности всякие. Золотые яйца, например, которые снесла курочка, которые дед бил, не разбил. Знаю. Потом яичко покатилось и разбилось. Это не то яичко. И при чем тут тупик? Тупики не живут в Казани. Я же тебе говорю, снесла курочка яичко. Ну, может, не курочка, а птица-самрук. Она в ветвях волшебного дерева живет. А если золотое яйцо змей съедает, то зима наступает. Так яйцо — это солнце? Ну, может, и солнце, но это не точно. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Какой урок? Каким молодцам? Тем молодцам, к которым делегация от халифа пришла и ислам принесла. Так Юсуф написал. А встреча у Кремля была? Нет. Юсуф написал, что было это в городе Булгар. И вообще это были не те молодцы. Те были другие. Те, что жили 1000 лет назад. Это не имеет значения. Время — это всего лишь иллюзия. А ты такой запутанный. Я запутанный? Мяу. Это ты меня запутал. Все же ясно. Стоял холм, на нем жили змеи. Удобное было место река, красота, рай на земле. Ну как тут город не построить? Вот решили, вот и построили. Казань назвали. О, какая прелесть! Какой тонкий вкус! Это вам не безликая массовая застройка? Ну да, постарались мастера псковские. Но это было потом. Потом? А что было сначала? Сначала герой Батыр сжег всех змей. Выжил главный с крыльями. Он теперь город охраняет. Потом там выросла огненная трава. Ты, Иван, чайком угощайся. Это тебе не какой-то ширпотреб. Это волшебный напиток спящих богов. И чак-чак бери сладкий с медом. Мяу. А может тебе ухи из петухи? Нет, уху из петуху. Тьфу, ладно, продолжаю. Потом было ханство. Вот, смотри, башня принцессы Сюембике. Только башня и Сюембике никогда не встречались. Когда была Сюембике, не было башни. А когда была башня, не было Сюембике. Так их надо познакомить. Это нереально. У каждого своя реальность. А время — это просто иллюзия. Да, запутанная история. Нам, художникам, важно создать путаницу, а не устранить ее. Ну, как смог, так и рассказал. И вообще, у меня лапки. Я и не знал, что коты такие умные бывают. Удивительное место. Я полюблю и этот город, и людей, которые там живут. Божья коровка по небу летела, по земле ползла, в людях нет зла. Вот тебе на счастье золотое яйцо волшебное. О, золотое, как солнце. Волшебство, оно существует, только люди ищут его не там. Кот прощается, но не уходит. Мяу. Будете проезжать мимо, не проезжайте мимо. Настоящий художник — это не тот, кто вдохновлен, а тот, кто вдохновляет других. Yotib qolgancha otib qol.